Цирковое искусство не знает границ. В каждом уголке мира, от шумных мегаполисов до тихих деревушек, цирковые представления дарят людям радость, удивление и вдохновение. Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, или как его называют в народе, цирк на Фонтанке, является одним из старейших и знаменитейших достопримечательностей города. Цирк на Фонтанке – это не просто место развлечения, это храм искусства, где рождаются легенды. Вот уже более 147 лет величественное здание цирка возвышается в самом сердце Санкт-Петербурга. История цирка началась в далеком 1877 году, когда итальянец Гаэтено Чинезелли задумал построить в Санкт-Петербурге первый стационарный цирк. В русской столице само имя Чинезелли стало синонимом цирка. Огромный купол, не имеющий внутренних опор, поражал воображение современников. Здание цирка является уникальным техническим сооружением, выполненным на основе передовой для того времени инженерной мысли. Посетить цирк на Фонтанке значит прикоснуться к истории, к легенде. Так, 23 мая в рамках съемочного дня 18-го международного медиафорума «Диалог культур» участникам из России и представителям других стран, включая Таджикистана, также посчастливилось стать частью великой традиции и прожить несколько часов в атмосфере волшебства и попасть за кулисы этого удивительного мира, где рождаются чудеса. Для гостей форума была организована незабываемая экскурсия, которая позволила им взглянуть за кулисы цирка и увидеть его изнутри. Пресс-секретарь цирка на Фонтанке Андрей Черков провел участников по лабиринтам служебных помещений, где артисты репетируют свои номера, показал им роскошный зал и рассказал о всех цирковых исторических заметках. Кульминацией экскурсии стала встреча с царями зверей – львами. Участники форума с интересом наблюдали за этими величественными хищниками, слушая рассказы о них и их дрессировщиках, узнавая об их жизни и в целом работе в цирке. Многие считают, что в цирках мучают животных и как-то к ним плохо относятся, но на самом деле это все не так. Дело в том, что в цирках животные живут в 2, а то и в 3 раза дольше, чем на воле. Здесь к ним особый уход, большое внимание, которые регламентированы и Министерством культуры, и другими нормативными документами. Посещение цирка на Фонтанке стало для участников медиафорума «Диалог культур» не просто развлечением, а настоящим культурным событием, которое оставило в их памяти яркие впечатления и незабываемые эмоции. Помимо этого, Андрей Черков рассказал гостям о предстоящих премьерах цирка и пригласил всех на одно из ярких мероприятий. В июне у нас продолжаются гастроли шоу фонтанов «Принц цирка» продюсерского центра заслуженного артиста России Владислава Гончарова, где будет невероятно интересная программа. Там и Гагарин номер замечательный, и работа со львами, собаками, попугаями, ну, конечно же, эквилибристы, воздушные гимнасты и жонглеры. Ну, а в сентябре всех ждет международный фестиваль циркового искусства «Без границ», на котором мы, конечно же, всех ждем. Цирк на Фонтанке – это не просто зрелище, это незабываемые эмоции, которые останутся с вами надолго. Здесь вы можете отвлечься от повседневных забот, поверить в чудо и снова почувствовать себя ребенком, восторгающимся волшебством. Фатима Саидова, Сайрахмон Хабибов специально для информационной программы «На вид».